участь этого собора была предсказана. И даже то, что звери будут на этом месте стоять. Это вот старцы так предсказывали, монастырские, предвидя грядущие испытания церкви. И не случайно, что когда монастыри разрушались, то они вначале как-то очень похожи у них судьбы. Вы знаете, вначале их как отдавали под какие-нибудь здравницы, ну, скажем, с коренной пустыней было. Потом там, по мере разрушения, там ранг пониже, там санаторий там снижали. Потом туда еще, когда уже разрушали, вот, то ГПТУ, там, скажем, там давали. Я был в монастыре недалеко здесь, в Глинской пустыне, и там меня поразила вообще тишина такая. Вот именно тишина, которая звучит. И вот в этой тишине живут 250 больных людей, психически нездоровых. И эти 250 людей обслуживает 6 человек. Понимаете? В других бы условиях они бы с ними не справились. Но там такое умиротворение, какая-то вот тишина, не то, что там спокойность, вот, знаете, бывает вот просто там какая-то теплохладность, да, вот бывает у людей, что вот, мертвая тишина. Да, да. Вот это живая тишина. Она звучит, она имеет свои какие-то голоса, она именно в душе человеческой. И другой факт, как самые такие отъявленные, можно сказать, человеконенавистники, они как точно определяли места, где, скажем, где надо делать атомную бомбу. Саров. Вот, так сказать, там, по-моему, там Лаврентий Берия, так сказать, по его распоряжению эти атомные бомбы. Вот. То есть это было поразительное вот это чувство, ведь явно они хотели замутить этот источник. Это, если хотите, и у них тоже было мистическое откровение, но зла. Вот. Именно бомбу делать такую, вот это уже такое уж массовое такое уничтожение, массовое зло, которое распространяется. Да, средоточие, да. Именно там. Или, скажем, в Даниловом монастыре мне рассказывали, там очень трудно было вначале молиться, но очень большое было напряжение, потому что когда-то в подвалах там расстреливали тех, кто расстреливал, не мучеников, а то есть вот там, когда они проводили там чистки свои среди палачей-то вот 30-х годов, то есть палачи убивали палачей. Игумен Иоанн, принявший монашеский постриг чуть более года тому назад, один из тех, кто составляет немногочисленную пока братью, возрождающейся Курской коренной Рождества Богородицы мужской пустыни. Основанный в конце XIII века, не раз подвергавшийся за свою почти 700-летнюю историю разорению и опустошению, монастырь всякий раз вновь возрождался на прежнем, угодном Пресвятой Богородице месте. Известный по всей Руси своими крестными ходами, давший начало знаменитой Курской ярмарке, монастырь был разорен в последний раз в начале 20-х годов нынешнего столетия. И вот спустя 7 десятков лет, 8 августа 1989 года, по промыслу Божию и ходатайству его высокопреосвященства архиепископа Курского и Белгородского Ювеналия, монастырь вновь передан Русской Православной Церкви. Его реставрация и восстановление осуществляются на средства и с помощью прихожан и паломников, мечтающих о возрождении коренной пустыни в прежнем ее величии и значении.
она здесь целебная, так что от всех болезней, и духовных, и телесных. «8 сентября 1295 года один благочестивый муж близ реки Тускари в лесу нашел икону. Едва он поднял ее, лежавшую на корне дерева, как из того места забил источник воды. Икона оказалась знамение Божией Матери. В 1385 году часовню, выстроенную для святой иконы, пытаются поджечь татары, но деревянная часовня не загорается. Живший при часовне священник Боголюб объясняет варварам, что причина чуда в святой иконе. Часовня загорается лишь после того, как икону разрубают пополам, а половинки разбрасывают в разные стороны. Связанный варварами Боголюб отводится в плен. Вернувшийся из плена иерей Боголюб после долгих поисков с постом и молитвой находит обе половинки святой иконы, при сложении которых не остается никакого следа от разреза, и только на его месте выступило нечто аки-роса. Обретенная в пустыне икона переносится в город Рыльск. Вскоре жители Рыльска, познав неблаговоление Божией Матери о перенесении иконы, вновь возвращают ее в пустынь. В 1597 году, по велению царя Федора Иоанныча, чудотворная икона взята в Москву. Благочестивый царь долго молился перед ней, а затем, богато украсив, возвратил в пустынь. В 1601 году, во время Большого голода, Курск и его окрестности по благоволению Пресвятой Богородицы изобиловали хлебом. Иконы Божией Матери являются в Новом Осколе одному благочестивому мужу и исцеляет его застарелую болезнь. Две девицы, хромая и слепая, приходят по обещанию в пустынь и, приложившись к чудотворной иконе, отходят исцеленными. Один слепой помолился перед чудотворной иконой, умылся водою из источника и в то же время снова получил зрение. В 1597 году, по велению царя Федора Иоанныча, на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Пресвятой Богородицы, а над источником, на месте явления иконы, была построена другая церковь во имя живоносного источника. Новый монастырь стал называться Коренной пустынью в память появления иконы при корне дерева. Монастыри-то нужны в России, особенно сейчас. Особенно сейчас. Для того, чтобы вот истерзанный человек, истерзанный сомнениями прежде всего. Вот посмотрите, сколько сейчас вот люди сомневаются. Вот сменилась там, скажем, там, обстановка в России. Сменились какие-то политические доктрины, там, политические ориентации. У людей сомнения. Ну, а к чему они завтра-то приведут? И они вправе иметь эти сомнения. Ведь уж они столько раз обмануты, что им просто не сомневаться нельзя, наверное. И вот когда люди приходят в монастырь, где давлеет молитва к Богу, то они прежде всего приобретают правильный взгляд на происходящее в мире. Как это ни странно. Да? Монастырь там не занимается ни политическими доктринами, там, не ведет там активные какие-то социальные действия в этом мире, не являет себя как некий активный член этого общества. И вдруг, тем не менее, оказывается монастырь влиятельной силой, способной изменять это общество. Будучи отрешенным в какой-то степени от этого общества, он вдруг влияет.
Потому что, приходя в монастырь, люди приходят к себе. Вот как бы они не уходили от себя, как бы не уходили от образа Божьего, как бы они не искажали его, все равно душа по природе своей христианка, и она ищет Христа. А люди так уж устроены, что они всегда легче воспринимают что-либо, ну и как подобно тому, как в учении. Вот, или вы возьмете книжку и будете книжку читать, и там что-то поймете, что-то нет. Но если вам эту книжку перескажет кто-то, то вы не просто будете знать эту книжку, но вы будете и чувствовать эту книжку так, как вам пересказал ее кто-то. Если это достаточно талантливый педагог. Так и в духовной жизни. Приходит человек в монастырь, и он научается. Он научается прежде всего быть человеком. Прежде всего. То есть те ценности, которые для него были существенные вот в том мире, они проходят свою переоценку. Он начинает понимать, а что же главное вообще в этом мире-то? Что является истинной ценностью? Или же какие-то вот материальные наши вот заботы, суетность? Или же все-таки наше отношение к Богу, наше какое-то духовное созидание? И монастырь-то как раз, вот он-то и помогает человеку прийти к самому себе, к своей душе. А душа, как творение Божие, как соединяющее нас с Богом, она нас, если так продолжить, то она нас к источнику своему отсылает, к Богу. И вот тут возникает такая проблема. Ну, а кто должен пойти в монастырь? Ведь большего труда такого и тяжелого труда, чем молитвы, наверное, нет. И этот труд не виден. Он невидим. Его никак не взвесишь, никак не оценишь там. Ведь тут нельзя оценить, там, сколько человек простоял, скажем, на молитве. Дело-то не в его состоянии. Ведь пребывание в молитве, оно невидимо для окружающих. Но оно чувственно воспринимается людьми. Люди, они ощущают где-то вот, интуитивно, что да, вот от этого человека исходит свет. Вот не случайно даже светские люди употребляют, то это, говорят, вот светлая личность. Вот так и придя в монастырь, они находят там светлых личностей. По высочайшему указу царя Михаила Федоровича в 9-ю пятницу по Пасхе 1618 года от Курского монастыря торжественным крестным ходом чудотворная икона Божьей Матери была перенесена в пустыньку, что на Корню. С этого времени установился благочестивый обычай ежегодно совершать такие перенесения. В былые времена, уже за месяц до выноса иконы, начиная с Вознесения, день и ночь возили святую икону по городу, куряне прощались со своей заступницей. В самом Курске наблюдалось необыкновенное оживление.
Отовсюду стекались богомольцы из близких и дальних губерний матушки России, из уездов Курского края. Дальние паломники держались группами, и во время крестного хода, чтобы не потеряться в массе народа, на дорожные свои посохи, которые они несли высоко на плече, навешивали опознавательные знаки, разноцветные лоскутки, ленты, веночки или цветы. Окрестные села образовывали свои малые крестные ходы, и все как один старый мал со своим духовенством, хоругвями и святынями приходили на Красную площадь или присоединялись к крестному ходу во время его движения. А Божья Матушка была риса золотая, вся в бриллиантах. Вот так вот смотришь, у нее лицо одно. Сюда повернись, у нее лицо другое. Сюда повернись, у нее лицо третье. Вот та Матушка Божия, которую казначей Варнава увез в Америку. Память этих людей, всю свою жизнь проживших рядом с коренной пустынью, сохранила и знаменитые на всю Россию крестные ходы, и другие, куда менее славные страницы истории монастыря в советское время. Был у нас монастырь, богатый, хороший наш монастырь. Вот, монахи были, нас бедных привечали, нас бедных кормили. Вот как. Если что больной заболел, то, значит, идем куда? В монастырь. Ведь это теперь и варенье, и поленье готовить. А раньше ничего не было. Жили бедно, в лаптях ходили. Вот как. Вот, батюшка больной просит вареница. Ой, сейчас, Свет. Батюшка больной просит метку. Сейчас. Батюшка просит рыбки свежей, а в них сажалка была. Я не знаю, сейчас ее вычистили, нет. Да, сейчас тебе, пожалуйста, свеженькую рыбку. Вот как. А это все было хорошо, все было. У нас это вынос и принос иконы был, все рядышком было хорошо. А потом, когда революция сделалась, значит, на батюшек стало гонение. Монахи, кто имел возможность, они ушли раньше. А которые старые оставались, пока выгнали, но терпели их. Контрибуцию накладывали. Золото. Понемножку, конечно. Они расплачивались. Жаль другой, а потом уже нечем, наверное, было расплачиваться. Ну, какой у них он? Но были, может, по несколько монет. Какие капиталы. Ну, и те отобрали. И в 1924 году начали монастырь этот разграблять. Были такие чекисты эти, комсомольцы, ну, вот. И начали разграблять. С 24 года и все это, и колокола посняли, и их поперерубили, куда-то отправили. Раньше же было все дело на лошадях, машин-то не было. Да, все это отправили. Теперь до 1927 года монастырь, и вот где медведи были, там-то собор был, громадный собор, двухэтажный. И наверху поют, и внизу поют. Вот. А потом, значит, в 27 году в Москве понадобилось камень. А он был кирпичный. Ну и начали ломать. И сломали этот собор.
монастырю приходится быть фильтром. Вот он, ну, может быть, грубое такое сравнение, но оно может быть понятно для людей. Вот представьте себе, приходит множество людей со своими немощами, со своими проблемами, они исповедуются, причащаются. Они, весь груз, который они носили с собой все эти годы, и ждали момента, когда же от него освободятся, они вот оставляют его в монастыре. Они не могут поступить иначе. Потому что у человека есть предел, когда он может что-то унести с собой. Вот, особенно тяжесть грехом. И задача в данном случае монастыря очистить человека. Конечно, можно это сделать и на приходе. На приходе, как и в любом храме. Но традиционно в душе каждого русского человека традиционно была какая-то такая любовь очень трогательная к монашеству. И эта любовь, она даже проявлялась в таких очень высоких требованиях к монашеству. И любой человек, даже далекий от церкви, он имеет свои представления о том, каким должен быть монах. Вот. Даже есть свой взгляд, сложившийся не под влиянием какого-то воспитания, просто он есть в душе, вот как данность. Вот данность такая есть. Вот это, наверное, данность в природе русского человека. И поэтому, с одной стороны, вот возвращение человека к себе, к своей душе, обращение к своей душе. С другой стороны, очищение человека. А еще, с одной стороны, это распознание духовных сущностей, духовных процессов, происходящих в этом мире. Скажем, за каждым событием что-то стоит. Вот чтобы распознать это событие, нужно иметь вот какой-то взгляд, ну, какую-то точку зрения, там, как хотите, свою позицию. Вот эту позицию человека тоже дает монастырь. Ведь в мире сейчас потерян критерий между хорошим и плохим. Нету этой грани-то. Сейчас ведутся разные там споры, пороки, которые раньше просто называли своим именем порок там блуда, там каких-то извращений там. Теперь пытается представить как просто как болезнь такую, и даже пытается вызвать сожаление к этим людям, этим самым еще больше ввергая их в эту бездну греха. И вот когда потерян этот критерий, когда потерян, можно сказать, эталон, по которому можно что-то сравнить, вот тогда-то и страшно становится людям. Не на что опереться-то. Все кругом вот в таком подвижном, плавающем состоянии. Нету основы-то. И вот в монастырь-то люди идут для того, чтобы обрести эту основу.
Но лета юности провел честноте. Не отвержен от лица Твой Дух Твоим святаго, не отменяй меня, воздашь мне радость спасения Твоего. И Духом владычным утверждения научу беззаконных, по тем, кто несчастливый Тебя протягивается. И славный Боже, Боже, спасение Его. Позвольте Тебя жить, как Его спасение, сердце, самое верное, Господь, Конечно, у каждого человека свой путь в монастырь. И не всегда этот путь можно проследить даже самому человеку, пришедшему в монастырь. Не всегда он открывается даже самому человеку, не говоря уже об окружающих. Бывает так, что человек просто до физических каких-то состояний ощущает, что он иначе поступить не может. Вот. Это некая духовная сила вот просто-напросто ведет его в монастырь. Это не просто слепое видение, это не то, что там поражение воли, это другое. Он в любой момент может сказать «нет». Но когда он начинает внимательно присматриваться к себе, к своему внутреннему человеку, то он вдруг в один прекрасный момент понимает, что место его в монастыре. Конечно, в монастырь приводят разные обстоятельства жизни, но это ни в коем случае не есть вот некий такой толстовский вариант там отца Сергия, что вот он бурлил в этой жизни, потом решил уйти от всего, там, созидать себя, чтобы не бурлить, и все. Ведь внутренняя работа, она совершается даже таинственно для самого человека. То есть как это вот совершается, что определяет его выбор? Почему он в тот или иной момент сказал да, в другой момент сказал нет? Монашество – это прежде всего подвиг любви. Ведь уйти в монастырь и молиться за всех приходящих, и молиться за весь мир, конечно, нужно обладать такой любовью, которая и укрепляет, и, как и всякая любовь, она должна изливаться на кого-либо. И в этом подвиге любви усматривается много разных там граней, конечно, это все тернистый такой путь. Человек, созидающий себя, он этим самым помогает другому человеку. Почему? Да потому что он делает это ради Христа. Не ради самого себя, а вот ради Христа. Он и стал-то монахом ради Христа.
епископы, весь священнический монашеский чин, причисты братья и прихода святого храма всего, всех где учащих и учащихся, и всех вас, и повсюду православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Служба в Сергиево-Казанском кафедральном соборе – одно из многочисленных послушаний отца Иоанна. Страстный проповедник Слова Господня, вместе с тем он исполняет обязанности ректора Курского духовного училища, а раз в неделю беседует о Святом Писании с самыми маленькими своими слушателями, которых мамы и бабушки приводят на занятия в воскресную школу. Самое страшное, он горд был, что он стоит перед Богом и не молится о покаянии, не молится о прощении, а лишь осуждает мытаря и совершенно забыл о Боге. И тогда Бог не принял его молитву, потому что это была молитва не от чистого сердца, а это была лишь молитва, что мы называем фарисейская молитва. А мытарь, который даже не мог поднять головы, он был принят Богом, потому что он молился от чистого сердца. Вот такую притчу рассказал Иисус Христос. Так, почему фарисей был осужден? Похвалялся. Похвалялся. А как он похвалялся? Я молюсь, Да. я хожу в церковь, я молюсь, а А нам надо как молиться? чтобы не хвататься вот так, Так, а молиться. совершенно верно. Хорошо, когда ты занят все вот часы. Вот это, когда некогда тебе подумать о чем-либо другом, кроме вот послушания, которое тебе надо. Это, в общем, блаженное, наверное, состояние, когда много дел. Вот. Но когда дело кончается, когда наступает момент, когда человек приходит в клеть свою, в данном случае, как вот к себе возвращается, то тут начинается, наверное, самое тяжелое. Не дела тяжелые, а вот то, что после них. Когда у человека наступает вот это вот духовное вот противостояние, духовная брань, когда сатана там нашептывает там, что мол, устал, мол, расслабься, там еще что-нибудь там, вот такое. И тут сразу же лукавый-то, как ему надо, так он и расскажет, и покажет все то, что там, как можно отдохнуть там и так далее. То есть, и вот тогда вот и не в делах проходит это вот духовное созревание. Дела дают просто опыт. Вот такой вот опыт социальный, если хотите. А вот внутренняя работа, она вот значительно тяжелее совершается. Как когда-то в глубокой древности святая заступница чудесным образом защищала пустынь от разорения ее варварами,
Так и в недавние десятилетия безвременья Божья Матерь не оставляла поруганной пустыни. По свидетельству очевидцев, эти фрески с сюжетами из Святого Писания вначале замазали поверху, но лики Спасителя и святых апостолов чудесным образом проступили сквозь толщу краски. Тогда по приказу воинствующих безбожников попытались соскоблить роспись, но выполнить задуманное до конца не удалось. Силы зла отступили перед божественной силой. Как не удалось, сколь не пытались, лишить веры русскую душу. Каждое утро приходят сюда паломники, и каждый вечер возрождающаяся пустынь приумножается их силой и их верой. Может быть, только путь, названный Христом таким узким путем. То есть это путь обращения опять через покаяние, вот именно через покаяние. Потому что покаяние есть истинное покаяние, перемена всего существования человека. А это обращение состоится тогда, когда человек начнет даже на восстановление этого храма смотреть не как на некую деятельность, вот чтобы делать дело, скажем, да? А как на восстановление собственной души. Вот он венец, скажем, храма положил, потом еще один. Так и вместе с храмом он возрастает. Вот мне очень нравится, когда храмы возводят сами прихожане. И мне рассказывали, как один храм восстанавливали в Ставропольской епархии, строили, вернее, это еще в застойные годы. И когда там хотели помешать этому, то перекрыли все улицы, чтобы никакая машина с кирпичом не проехала, с раствором. Так бабушки носили кирпичи в своих сумках. Вот они, вот идет бабушка, она сумку несет. Вот в сумке там 2-3 кирпичика. Вот. Она не кирпичики несла. Вот. Она часть души своей несла. Вот. И когда вот она вот сюда вот частичку-то положила свою, вот, то в этот храм, когда зайдешь, пускай он будет только вот восстановлен. Вот, а молитва там уже пребывает, там уже вот она поселилась уже стал храм Божий. А так бывает, что зайдешь, и все красиво, и все ладно, и все складно. А как-то так не по себе становится. А вот когда мы начнем сейчас заботиться только о камнях, храмы мы восстановим, и зайдем мы в эти храмы,
Христос воскресе. И, может, ты ответ-то не услышишь. В 1989 году в коренную пустынь прибыла копия чудотворной курской иконы Знамения Божией Матери, написанная в США тщанием членов Русской Православной Церкви за границей. Копия освящена на подлиннике, находящемся сейчас в Знаменском соборе в Нью-Йорке. А еще через год свершилось то, о чем можно было только просить в сокровенных молитвах верующих сердец. В 9-ю пятницу по Пасхе в возрождающейся коренной пустыне состоялся первый после многих десятков лет запрещения крестный ход. И не беда, что его протяженность была не 30 верст, как в старые добрые времена, а 300 метров по территории монастыря. Тысячи паломников соединились в молитве, чтобы прославить небесную царицу. В тихую ясную погоду тысячеголосое пение акафиста Божией Матери разносилось далеко по окрестностям. И в этом пении были боль и радость, а больше всего надежда на то, что Пресвятая Владычица не оставит своего дома Святой Руси и возродит ее на века. Как бы там ни было, монашество — это соль. И если соль потеряет свои свойства, то уже тогда все пропадет. Соль, она хранит все, правильно? Вы, так сказать, знаете все, что там... Можно любой продукт засолить. И он сохранится. И будет готовым к потреблению, когда это понадобится. Вот так и Россия наша. Вот она сохраняется этой солью. Я вспоминаю схиархимандрита Григория, который в Белгородской области, в Покровском храме служил. Дивный был такой старец, и он даже свое пребывание в местах заключения называл курортом. Вот как он так говорил, когда я был на курорте, то я вот там был поваром, говорил он. Но всегда, когда к нему приезжал кто-либо, то, конечно, поражались тому, что он даже вот ругался как-то, если что-то сделаешь не так, потом поругает так, а такая благость от этого исходит. То есть, понимаете, вот так вот и строго там скажет, что вот ты такой сякой, там не то, не то. Но, а вот так вот, когда слушаешь такое осуждение, там, хочется еще слушать, знаете, вот, как-то так. Как-то душа от этого светлее. Вот. Казалось бы, чего там не говорят, никаких там хороших слов, там никаких приятностей. А вот даже от такого не весьма приятного обращения становится светлее. А вот почему? А потому что он это от любви делал. Не потому, что там ему хотелось показать себя как мудрого, как подвижника, но потому что он любил приходящего к нему. И что бы он ни делал, он делал это от любви. И он всегда с любовью даже вспоминал вот лагеря там, каких-то надзирателей, помнил их там, вот там, а был такой невысокого роста, такой худенький, маленький, вот, и вместе с тем, когда он, где бы он ни появлялся, становился светлее.
Вы знаете, здесь когда-то хотели засыпать этот источник, его и засыпали. Сюда специально вот этот весь песок, он навезен здесь. Когда тут работали, говорят, тут несколько десятков тысяч затратили для того, чтобы уничтожить этот источник. Была тут проложена такая труба, чтобы отвести прямо воду источника вот в реку Тускай. И что ж вы думаете? Ночью бабушки пришли и взяли и пробили там в этой трубе, в железной, как они били. Она вот такая толщиной была. Вот. Специально такое отверстие. И черпали воду. А когда здесь источник они заглушили, так вся вот эта гора в источниках оказалась. Пробился источник, и все. Народ Божий шел.